Из-за изменения состава комиссии мы в этом 2022 году еще раз обновляем комиссию, потому что те люди, которые были в прошлой комиссии, их многие ушли, не остались, поэтому комиссию надо было обновить. Ну и еще один немаловажным вопросом было для этого мероприятия подписание главой республики и руководителем Федеральной налоговой службы России плана мероприятий по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан. Но это мы по порядку все объявим вам. Но в первую очередь это план мероприятий состоит из 35 пунктов, но мы ее укоротили для нашего района, осталось 15 для. Здесь есть каждый ответственный, и комиссия в этом году должна работать, потому что в прошлом году, вот я скажу, что неудовлетворительная работа была комиссии, хотя я был сам председателем, потому что мы не смогли пополнить бюджет района, хотя мы могли бы собирать еще 10 миллионов дополнительно, но мы это не смогли, выполнили план по поступлению на налогу только на 101%. Самым проблемным для нас остался налог, упрощенная система налогообложения, и поэтому я думаю, что в этом году есть изменения каждому человеку. Здесь положение есть разработанное, проект положения, есть проект постановления, есть план мероприятий по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики. Мы его берем, потому что мы в район, только поступление в район мы не можем контролировать, потому что глава района отвечает и за показатели республиканского поступления в республиканский бюджет. Это считая как транспортный, налог на имущество, наверное, кто связывается, сталкивается с этими вопросами, мы знаем. Потому что налог имущества юридических лиц идет в Республику Дагестан. А также и подоходный налог 62% плюс 2% остается в Хунзахе, в районе, а 36% уходит в Республику Дагестан. Но также у нас и поступление по налогу на доходы физических, НДФЛ называется налог, на доходы физических лиц по сравнению с 2019-2020 годом, конечно, у нас очень мало, отстаем мы, анализ сделали, есть некоторые предприятия, которые не пополнили как положено, наверное, у них, у дислоцированных в Хунзарском районе пограничного отряда, есть монстр-отряд, есть автоотряд, два отряда, у них тоже поступление, хотя они еще декларацию полностью не заполнили еще на 2021 год. Здесь есть постановление, проект постановления об образовании комиссии при администрации МР Хунзарский район по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан. В целях увеличения налогового потенциала, усиления контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Дагестан постановляет образовать комиссию при администрации МР Хунзарский район по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан. Утвердить прилагаемые положение о комиссии при администрации МР Хунзарский район по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан. Состав комиссии при администрации МР Хунзарский район по увеличению доходной части консолидированного бюджета Республики Дагестан. И план мероприятий по увеличению доходной части консолидированного бюджета республики. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя, ведущую эту работу, на заместителя главы. Есть положение комиссии. Конечно, комиссия какими свою деятельность руководствуется всеми Конституцией Республики Российской Федерации, федеральными законами и федеральными нормативными правовыми актами Конституции Республики Дагестан, законом Республики, указами и распоряжениями главы Республики, постановлениями правительства Республики Дагестан и постановлениями, распоряжениями главы администрации МР Хунзарского района, а также настоящим положением. Основными задачами комиссии являются обеспечение согласования действий органов исполнительной власти Республики Дагестан, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, решение вопросов, связанных с увеличением поступлений в консолидированный бюджет Республики Дагестан, установленных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей. В
государственные небюджетные фонды развитием налогооблагаемой базы Республики Дагестан. Оказание методической помощи органам местного самоуправления в организации работы по увеличению доходной части местных бюджетов, расширению налоговой базы. Разработка предложений по укреплению налоговой базы, бюджетной дисциплины, сокращению задолженности по налоговым платежам и увеличению собираемости налогов. Выявление резервов, роста доходов консолидированного бюджета республики, в том числе за счет уплаты и земельного налога. Усиление контроля и содействия реализации мероприятий по снижению недоимок по платежам консолидированного бюджета Республики Дагестан. Подготовка предложений по реализации на территории Республики Дагестан мероприятий направлено на выявление и постановку на учет всех субъектов экономической деятельности, в том числе осуществляющих производственную деятельность тени, выявление неучтенных доходов, отдельной категории налогоплательщиков, оказывающих строительные, транспортные, риэлторские или посреднические услуги, получающих незадекларированные доходы за фактически выполненные работы и связанные с услугами. Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, субъектом малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право запрашивать в установленном порядке органы исполнительной власти республики, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации материалы и информацию, необходимую для их деятельности. Образовывать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к компетенции комиссии, и определять порядок работы этих групп. Привлекать для участия в своей работе и в работе рабочих групп представителей органов исполнительной власти Республики Дагестан по согласованию должностных лиц территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций. Заслуживать на своих заседаниях представителей руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан по согласованию должностных лиц территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящих их к компетенции. Дальше. Подготовить предложения для направления федеральные органы исполнительной власти. Состав комиссии утверждается постановлением главы администрации Эмирхунзадского района. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместители, секретарь комиссии и члены. Председатель комиссии осуществляет общее руководство комиссии, определяет дату проведения комиссии и председательствует на них или поручают ведение комиссии своему заместителю и иному их членам. Секретарь комиссии извещает членов комиссии и приглашенных на ее заседание лиц о повестке, месте и времени проведения заседания комиссии в течение 2 рабочих дней. Со дня подписания протокола заседания комиссии направляется копия протокола членам комиссии. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. В случае возникновения необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них участвует не менее половины от общего числа членов комиссии. Подготовку материалов к заседанию комиссии осуществляет отделом экономики администрации Эмирхунзадского района, органы исполнительной власти Республики Дагестан по согласованию территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления организации, к ведению которых относятся вопросы, включенные по повестку для заседания. По запросу представляется информацию отдела экономики Эмирхунзадского района. Материалы должны быть представлены комиссии не позднее за 7 дней до даты проведения заседания. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающий голос имеет председатель. Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждается председателем на заседании. Организационно-техническая деятельность комиссии осуществляет руководитель аппарата администрации Эмирхунзадский район. Положение комиссии. Сантеруцар комиссию лица состав утвердит томака ножок эзрук, ножок дживджиасу, электронный подпись пасколханоготла, чтобы мы могли электронно вам отправить все протокола ножок аллахадющинжу. Состав комиссии при администрации Эмирхунзадского района по увеличению доходной части консолидированный бюджет Республики Дагестан. Абдурзаков Асадар Зайндинович, заместитель главы администрации, председатель комиссии. Гайдарбеков Гайдар Абубакарович, начальник финансового отдела администрации, заместитель председателя комиссии. Набиева Фатима Магомедова, начальник отдела экономики и прогнозирования администрации, заместитель председателя комиссии. Зиаудин Магомедович, главный специалист организационно-правового отдела администрации Эмирхунзадского района, секретарь комиссии.
Члены комиссии: Ибрагимов Шарафуддин Магомедович, руководитель аппарата администрации, Сайфуллаев Магомед Гаджи, Газиевич, начальник ОМВД России по Фонзавскому району по согласованию, Валиев Шамиль Магомедович, начальник административно-правового отдела администрации, Рахматуев Сааду Заурбегович, начальник отдела службы судебных приставов по Фонзавскому, Тлератинскому и Шамильскому району, РД по согласованию, Хайбулаев Юсуп, руководитель ТОРМ управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан, МР-10 Фонзавского района по согласованию. Гасанбеков Магомед Расул Ахмедович, руководитель счетной комиссии по согласованию, Алиев Магомед Гаджиевич, начальник МКО отдела сельского хозяйства администрации МР Фонзавский район, Батиров Саадулла Магомед, начальник МКО ОКС, Гусейнов Камиль Гамзатович, пресс-служба администрации МР Фонзавский район, Гасанбеков Магомед Ахмедович, начальник МБО централизованной бухгалтерии по обслуживанию ОУ МР Фонзавский район, Амарова Шамай Магомедов, начальник отдела ФК, спорт, молодежная политика, туризм при администрации МР Фонзавский район, Гитинов Зайнудин, главный специалист отдела экономики и прогнозирования, Тагиров Шамиль Магомедович, главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации МР Фонзавский район по земельным вопросам, Магомедов Фатимат Магомедовна, главный специалист отдела экономики и прогнозирования по имущественным вопросам, Амаев Гимбат Амаевич, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фонзавского района по согласованию, и Магомедова Сейдрат Гасановна, муниципальная статистика администрации МР Фонзавский район. Один состав комиссии, положение. Азадар Зандинович сказал, 100% собрали, 100% мы не собрали налоги. Потому плану, который нам поставили Минэкономика, мы не дособрали почти 25 миллионов налогов. Там больше 10 миллионов военнослужащие не выплатили НДФЛ, больше 10 миллионов не выплатили 2-3 предприятия, автоотряды, мостотряды, автоотряд, НДФЛ. И снижение у нас идет по району. Практически, вот таблица, количество здесь 4, предприятия общепита 11, магазины 129, количество действующих ИП, в том числе КВХ, главы КВХ, 316. Послушайте, общее число официально зарегистрированных наемных работников 21 человек. Как может работать 21 человек на 11 предприятиях общепита? Что там получается? Один повар работает в каждом предприятии и один сторож. Или один хозяин и один работник. Или количество АЗС. 3 человека должны быть на каждом АЗС. 3 оператора – это обязательное условие. Обязательное условие, если человек больше 8 часов в сутки не имеет права работать. Или если он сутки работает, он 3 суток должен дома сидеть. А у нас получается, заправки работают автоматически. 4 АЗС, ни одного человека, налогоплательщика подоходного налога там не зарегистрировано. В магазине 129 магазинов, ни одного человека нету зарегистрировано. Плательщика НДФЛ. Я так думаю, что сами магазины тоже не зарегистрированы. Так же, Юсуф? Из 129, это 129 это официальных, а неофициально сколько магазинов, которые сюда не вошли? Или это полное количество, которое у нас в районе? Все люди жалуются, что мы дороги не делаем, свет не проводим, воду не проводим, условия не... А какие условия еще нужны? Газ есть, свет есть, дороги есть, все условия для бизнеса созданы. Абсолютно все условия созданы. И для заправок созданы, и для магазинов созданы. Эти что, магазины сами по себе это все условия создали, что ли? Мы создали для них эти условия, чтобы они налоги хотя бы платили элементарные. Элементарно магазины одного продавца не могут зарегистрировать. Чтобы 10-15 тысяч рублей показать и хотя бы 1000 рублей в месяц платить с него подоходный налог. Потом жалуются, что им пенсии не дают. Потом жалуются, что пенсии маленькие, 8 тысяч. А откуда пенсии будут платиться, если ни один день человек официально не работает? Гостевые дома, Шамай, да, это очень хорошо, что гостевые дома есть. 25-30 гостевых домов у нас на сегодняшний день. Зарегистрированных 5. Да, зарегистрированных в налоговой инспекции 5 гостевых домов. Из них тоже, наверное, по 2 человека максимум зафиксировано. Остальные дома почему не зарегистрированы? Юсуф, почему они как предприниматели не регистрируются или не становятся на налоговый учет? Нам что, налоги не нужны, что ли? Или каждый день нужно это все говорить, или мы должны этим всем заниматься? Или администрация должна этим заниматься? Мы в прошлом году 2 миллиона 600 тысяч упрощенной системы налогообложения не добрали налогу. Вместо 10 миллионов рублей 7400 набрали. Это что ли наш показатель?
район, когда бюджет района больше миллиарда рублей. И финансирование идет по всем направлениям района. И для чего тогда мы это все делаем? Работники образования подняли, мы вот бюджетные учреждения подняли зарплату, то есть налоги больше 10%. И все, и на этом остановилось. Все закончилось на этом. Если бы не эта войсковая часть 11 миллионов переплату не сделали, тогда что получилось бы с администрацией? Тогда пришлось бы просить деньги у бюджета, имея такой большой бюджет, имея такие большие возможности. Когда ежегодно по 50, по 100 миллионов рублей вкладывают в автомобильные дороги, газопроводы строятся, газ людям проводится по домам, водопроводы хотим построить, канализации хотим построить. А за счет чего это все будет делаться? Что еще нужно сделать? Что еще нужно сделать, чтобы элементарно каждый гражданин смог выплатить 500 рублей земельного налога и имущественного налога? Что нужно для этого делать? Дороги строятся, 15 миллионов рублей потратили в этом году из бюджета республики, пришли транспортный налог, собранный транспортный налог на Гацаловскую трассу. Позапрошлом году 14,5 миллионов рублей Харахи-Оруда построили. В этом году добавить будем строить дорогу на 17 миллионов рублей. Это же те налоги, которые собираются жителями. Тот транспортный налог, который мы собираем. Сколько мы собрали в этом году транспортный налог? В 2021 году. 16 миллионов. Ну, а план какой был? А задолженность какая? 60 миллионов или 70 миллионов? 63 миллиона. 63 миллиона. Вот сейчас, если 63 миллиона транспортного налога соберут, сколько дорог можно асфальтировать в районе? Сколько работы можно сделать? Это все, это же каждый день, да, комиссия упустила в прошлом году, да, пандемия была, у кого-то слабо пошла работа, но работали же все. Элементарный вопрос, я больше ни о чем не говорю, если 130 магазинов и 11 кафе, хотя бы по 3 человека в кафе должны работать. Должны в магазинах хотя бы по 2 человека должны работать. Должны работать. Если 25 гостевых домов, кушать готовить надо, постель надо стирать, готовить надо, помещение убирать надо, ни одного человека нет на учете. Очень подоходный налог 1,2-3 миллиона рублей, которые у нас останутся здесь, которые мы можем потратить на нужды района. Элементарные вопросы, которые мелкие, 15 сельскохозяйственных предприятий, ни одного человека нет на учете. Теперь вопросов задали за Андреевич. Начиная с сегодняшнего дня, это будем считать, что февральское первое заседание, ежемесячно, Юсуп, с итогами, вот такие ответы, что я не знаю, сколько человек СПК стоят на учете, все ответы должны быть у тебя. Любой вопрос, связанный с налогом, все ответы должны быть у тебя. Здесь нужно ценовать бейцумана. Налоговый инспектор Азатала, любой человек, кто здесь семечки продает в районе, любой человек, кто гостевые дома держит, и не 25 домов, Шамай, у нас больше 30-40 домов у нас гостевых. Ну, они говорят, что закрыли, закрыли. Все, если закрыли, проверяйте. Вот один раз, если найдут, Махамад Аджиев, эти же люди, мы даже не знаем, кто там этими занимается. Может, наркоманы какие-то, может, алкоголики, может, люди, которые не проходят медосмотр, которые не проходят. С людьми, когда работают, они же квартал один раз должны медосмотр проходить. Чем они занимаются в этих домах? Как они обслуживают этих людей? Что у них там есть? Есть какие-то условия элементарные? Потом, если что-то случится, это же пожарная безопасность, это же тревожные кнопки, у них тоже должны быть. В первую очередь. Поэтому они должны зарегистрироваться все, как гостевые дома, как самозанятые, как постановка на учет, как индивидуальные предприниматели, как юридические лица. Юсуф, выбирайте любой вариант, но все они должны стоять на учете. Все. Эти гостевые дома, слушайте, в день получают 10-15 тысяч рублей, в год не могут 20 тысяч рублей платить налоги, что ли. Это государство выполняет все условия для работы, абсолютно все условия. Кино участие денег мешает, никому не мешает. Пожалуйста, принимайте, работайте, зарабатывайте деньги, но только хотя бы элементарные налоги платите. Я не думаю, что хоть кто-то из них откажется от пенсии или от чего-то. Никто не будет отказываться. А потом откуда взять? Ни одного дня у работающих тоже нету и хотят пенсии получить. Стажа нету ни одного дня. Потом ходят, справки ищут, что где-то работал, что-то делал.
Пускай регистрируются индивидуальным предпринимателем, пускай получают, заключают договоры, пускай платят подоходный налог. Вот вам и стаж работы. И накопление к пенсии, если хоть и маленькое. Эти вопросы мы сейчас обсудим план мероприятий. На этом не заканчивается. План, каждый раз в плане обсуждать, и на этом заканчиваться. Вопросы, наверное, мы не должны оставить. В этом году у нас будут очень большие расходы. И в этом году будут большие расходы, и в следующем году будут большие расходы, связанные с юбилеем Фазу Алиевны и Расула Гамзатова. Очень большие расходы. Если мы элементарно хотя бы налоговые обязательства не будем выполнять, как бюджет будет нам помогать? За какие такие заслуги нам будет помогать бюджет? Не будет никто ничего делать. Нам самим придется это все сделать. Поэтому, Азат Зайнутдинович, в этом году как минимум 110% от налога мы должны выполнять. Как минимум 110%. И с учетом того, что сколько у нас будет вложений в район, я думаю, что и 110 тоже мало будет. Люди же работают, люди же хотят работать. Мы же ему создаем условия, а за какие такие деньги тогда мы им будем делать? Мы за какие деньги канализацию будем проводить? Вообще, что такое бюджет республики? Это те деньги, которые собираются с налогов. Они же по-другому мы бюджет не можем формировать. И бюджет республики не можем формировать мы по-другому. Только от сбора налогов. А как мы будем делать работу для этого? Как мы водопроводы будем строить? Вот же захотели же все водопроводы, что построили. Минимальное количество людей почему зарегистрировано? Потому что мы, предприниматели, сами платим за них деньги. Лишь бы, чтобы они оставались. Если в магазине работает 2 человека, пишется 1 человек, потому что вот чисто вот из-за того, что мы сами платим со своего кармана. В каждом магазине работает по 2 человека. В каждом кафе работает по 4 человека. В каждом заправке работает по 4 человека. На учете у нас стоит 21 человек. Это что такое? Это что ли показатель? Получается 150-180 учреждений, 20 человек только платят налоги. Ну хотя бы заплатите 100 человек или 120 человек, хотя бы по одному человеку на предприятии. Хотя бы по одному покажите, что было изначально. Потом в следующем году сделайте 2. Потом посмотрите, как можно этот вопрос решить. Ну вот я же говорю, там просто максимальное количество тех людей, если указывают, там фактически предприниматель, он уже не может за них, за всех платить. Нет, ну минимальные заплатите. Мы о них же тоже должны думать в первую очередь. Нет, о чем мы сейчас говорим, когда 20% всего зарегистрировано магазинов? Не, этот вопрос стоит, хорошо, но я говорю, вот допустим, именно подоходного зарегистрирования человека, мы их тоже должны понимать, предприниматели тоже создают, получается, рабочие места, какие, но эти люди создают рабочие места, но не платят хорошо за этого человека налоги, но, соответственно, тот человек уже содержит свою семью за счет этого предпринимателя. Правильно, а этот предприниматель за счет чего вообще работает? За счет чего работает вот ваши кафе, за счет чего работает, за счет кого работает? За счет туристов. Туристы благодаря чему сюда ездят? Благодаря тому, что хорошие дороги, благодаря тому, что хорошие условия созданы для них, благодаря тому, что люди здесь хорошо живут, благодаря тому, что здесь газ есть, вы работаете. Если у вас газа не было, вы что сделали бы? На чем кушать готовили бы? Или воды не было бы у вас, или канализации не было бы. А это что кто создал? А за счет чего это все создается? Да, я понимаю, что люди не хотят платить. Никто не хочет платить налоги. Но платить же надо, есть же государственные задачи, которые поставлены перед нами. Есть закон, есть порядок. Если 60 миллионов рублей, если мы транспортный налог не платим, о каких дорогах мы можем говорить? Если в Хунзарском районе 60 миллионов рублей долги по транспортному налогу. Или в республике другие. Слушай, Имад, 100 тысяч туристов к нам пришли в этом году, приехали. Больше. 180. Осталось 100 тысяч человек. Они, ради чего они сюда едут? Для чего они сюда едут? А почему они 5 лет назад сюда не ездили? 3 года назад почему они сюда не ездили? Во сколько раз увеличился доход предпринимателей из-за потока туристов? 10 раз увеличилось. 10 раз. А кто сколько налоги платит? Хоть одного человека покажите добровольно, который пришел, сказал, вот у меня, я зарегистрировал этот гостевой дом, я плачу 5000 рублей в месяц. Для того, чтобы эти туристы сюда ездили, мы все сделали для вас. Вот абсолютно все, что возможно, сделано для этого. Возможно, невозможно сделали. Осталось только налоги за них платить. И
У нас основная проблема это то, что налоговые, сами коммерческие объекты становятся на учет налогового органа, в последующем через месяц-полтора уже также и снимаются. В этом проблема. Их можно закрыть, проблем их закрывать нету. Один протокол написали, подождали, пока будет судебное решение, повторный, второй протокол, и можно на прокурорское реагирование направить представление. Прокурор ходатайством уходит в суд и дальше закрывает эти объекты на 3 месяца, до 3 месяцев они имеют право закрывать. Все, это же, а зато его закроют другие, которые зарегистрированы, получат больше дохода и больше налоги будут платить. Единственное, нет взаимодействия службы. Если была бы налажено взаимодействие служб, например, мы выходим с ходатайством закрывать какой-то коммерческий объект, в последующем мы через месяц-два узнаем, что недели 2-3 тому назад было вынесено постановление о прекращении деятельности какого-то коммерческого объекта, а мы об этом не знали. А мы не знаем, мы не можем контролировать, этот объект работает или не работает. Он как работал, так и работает, хотя есть судебное решение закрыть этот объект. Вот, Асадали Зандинович, пожалуйста, зафиксируйте. Там же пункт есть взаимодействие всех органов и служб. Вот там и нужно зафиксировать это все. Кто-то, если оно прокуратура или суд вынес решение, почему они всякие ненужные решения к нам отправляют, а почему такие решения к нам не отправляют? Пускай в тот же день отправляют к нам решение. Это все, это я понимаю, каждый человек начинает регистрироваться и начинает бизнес, чтобы зарабатывать деньги. Есть порядок, есть закон, есть вещи, которые очень много послаблений для нашего района. В связи с этими потоками туристов. Очень много послаблений сделано. И кафе разрешаем работать, и общепит даем работать, и магазины даем работать беспрепятственно, чтобы люди могли зарабатывать. Но элементарные вещи люди тоже должны понимать. Элементарные вещи, да, мы все открываем магазины, чтобы зарабатывать деньги. Не чтобы в бюджет это все деньги уходили. Да, КФХ, глава КФХ, 35 тысяч рублей, может, не совсем подъемно это для Ахунзавского района. Но найдите другой вариант. Найдите второй, третий вариант, который можно сделать, чтобы поменьше платить, но зато зарегистрировать и законно платить эти деньги. Я думаю, что есть такие варианты. Очень много вариантов есть в налоговом кодексе. Кассовые аппараты не устанавливаются нигде. У кого есть какие предложения, какие вопросы есть? Именно сейчас других вопросов нет. Сейчас вопрос мы начинаем с сегодняшнего дня. Вот эта комиссия, она будет работать ежемесячно. Если нужно, еженедельно, Асадали Зандинович, Хаджи Газиадибирович. Если нужно, еженедельно собрать группу с Юсупом. Если нужно людей привезти, если вам неудобно, я попрошу, чтобы с республики сюда людей отправили, чтобы всех этих людей поставили на учет. Всех людей, что поставили на учет. Ежемесячный отчет Асадали Зандинович по налоговой инспекции. Кого зарегистрировали, кого не зарегистрировали. Кто сколько заплатил. Здесь, наверное, оговориться колесо, оно не колосшуэле число, выходной колледж, он холланд тлёйна, радин таблица румиро. Но же живжиасул ответственный зона угабалда, план мероприятия. Колосшуэле, вот, но же соцол таблицы каждый человек то, что вы сделали. И после 25 числа мы проводим заседание комиссии и подводим итоги, что мы сделали. Технологические карты по адресной работе с должниками, физическими лицами, должниками, юридическими лицами. Хаб не жок давать Таиланд, потому что хаб жив жижо, абсолют хаб не тет схоры жак ас глава со предложением закон, кола игровая группа, что кола не тет по коммерческим объектам, Шамиль знает 378.2, начиная с регистрации земли, как даже документально цен, ходу, опку комиссариатского принятия мер, дальше по органам и представление прокуратуры, представление от администрации, что на территории района предприятие руку незаконно халт или примите меры. Пусть прокуратура примет меры к этому или пусть направляет материал в другие правоохранительные органы. Так, этому и по сельским администрациям ценги Хабиз колный тлецоги комиссия по актуализации Шамиль и по имуществу и земле. Сейчас говорит актуализация сельской администрации от Волги, это зеленка, вот сейчас мы, вот глава озвучил здесь газификацию района.
никто из газовых хозяйств, которые занимаются этим, никто не будет подводить газ, где нету зеленки на землю, зеленку на дом. Вот это объяснение надо, к рабочей группе, надо в село выезжать с людьми на вот отчетных собраниях, Шамиль, было бы лучше, чтобы выехали специалисты, объяснили людям, вот, рабочая группа, налог на землю и на имущество не тлетал налог 1 700 000, 25% задолженности, 1 750 000, а фактически актуализированный коллинетлер 220 000 рублей имущественный налог. Хедингу земляги миллион чем-то актуализированы, а так налог нам ставится 3 миллиона. Потому что эти земли есть, они никуда не ушли. А налог, вот из-за того, что нет зеленых на землю, это считается неактуализированным. Хагатлиги, рабочая группа говорит, конечно, будем работать, и постановление основал и рабочая группа говорит, ну, хотя бы с завтрашнего дня отец комиссия по 378.2. Мы должны работать по коммерческим объектам. Регистрация, начиная с земли, имущества, все, что у них есть. Салам алейкум. План мероприятия был республиканский план, это имел много пунктов, федеральную структуру, региональную структуру, кассацию и аз жауап эсколь. А не цому району план, району хурха мероприятия группы и району жауап эсколь. А план шел ежемесячная информация для эсколь нет правительства. Колгубительный план до бугу мероприятия, выплат заработной платы ниже мурот, контрольно-кассовая техника, унитарные предприятия и самый основной акцент бугу нашел задолженность по налогам, имущественным налогам физических лиц. А план на бугу технологической карты он обнажил довести план карты приложение номер 2 республиканский план нашел бугу. Вот из шугу пунктугу обязательно обисколи. Тот из пунктугу налоговой инспекции формирование и направление главного муниципальных образований по территориальному признаку список должников физических лиц и юридических лиц ежемесячно. То есть налоговая инспекция ежемесячно список должников физических лиц. Каждый раз про людей разные данные группы, разные таблицы группы. А люди таблицу сот по физлицам кинул налогозу. Ахирисну шамил халдарах нет способов по организациям. По организациям коллегу работники госучреждений района Захадубуги Чаазул имущественный налог 481 000 задолженность. А в целом по физлицам 443, то есть дага. Захад госучреждение из цикл коллег имущество, а физлица зул общий список дага коллег. Поэтому нет захотел анализ габис колы. Бежимоции, а уже фор задача а пункты они нужно тест-кол живемоции нежех информации по юридическим лицам и по физическим лицам. Запрос питич, он уже план был утвердить Меликовский налоговой инспекции России Шулги. По плану, в соответствии с этим планом вы должны нам направить не по запросу, а по плану. По плану говорили халдузду. Запрос бит оло, запрос албач, унар ответ. Каждый месяц анцикигу папка гон, анцикигу папка жандира хранит информации. Киели. Обеспечение 100% обработки, то есть районных администраций Хлабизбугу. Обеспечение 100% обработки списков нужно свачара. В отношении каждого должника физического лица и юридического лица указание списка последующих информировано о наличии задолженности и вызова на заслуженную межведомственную комиссию. Хлабай пунктугу заслуженных должников. А для ахизрого комиссия делания физлица узол бишун куди задолженность буги земля, имущество, транспорт. И юридические рубли узуги. Бишун куди нужно список, он бишун куди задолженность буги чаазу, хотя 5-10 человек, халатли комиссия ахиз коли ругу. В соответствии с этим планом, нехлес урважуку, а урган бач урган нехлес хабизи. Межведомственная комиссия с участием следственных органов прокуратуры и службы судебных приставов. Решение отношения каждого должника применяется коллегиально с последующим направлением материалов в следственные органы. Следственный комитет Либугу, следственного органа Зибугу, пункт. В случае непогашения задолженности по результатам проведения работы в главном муниципальных образованиях, по результатам заслушивания и установления признаков совершения преступления обеспечит возбуждение уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного кодекса. И администрация Либугу пункт предоставления правительства и УФНС России по РТ отчет о проделанной работе. Основной пункт района Либуги
халт и хабиз. Ну, основной акцент был именно на физлиц. Ну, физикурони юрлица зулги хабизи и радка халт эге. Асада занис олюк ары радка халт иру пункт. А планги технические карты ки ножок довести хонги бати ножорго республиканской федеральной структуры и нижецаген район территория план ножохи довести хайлха. Харбук уди информации налоговой инспекции. На следующей неделе всех предпринимателей, всех хозяев магазинов, кто занимается торговлей маленькими, большими, здесь наверху. И если есть в больших селах, Юсуф, предпринимателей. Шамай всех руководителей гостевых домов. На следующей неделе только совещание взяли. Дату тоже назначили заранее, не так, как сегодня, за один день там пришли, собрали комиссию, а за 2, за 3 дня предупредить, каждого человека предупредить, и чтобы каждый из них, представитель, чтобы здесь сидел с регистрацией. И сперва, в первую очередь, до них доведем, что есть такая необходимость, есть такой закон, может, они и недопонимают, что есть такой закон, что нужно регистрироваться, что нужно платить налоги, что есть налоговый кодекс, что налоги куда идут, может, они это все недопонимают. Мы хотим, чтобы они работали, чтобы они зарабатывали, но чтобы от них для государства тоже чтобы польза была. Чтобы мы могли сказать, те вложили 100 миллионов рублей в водопроводы, что они вот какой-то часть этих денег, что заплатили наши налогоплательщики. Мы это хотим сказать. Что если нам дают 100 миллионов рублей, хотя бы 10 миллионов рублей, чтобы мы могли сказать, что это район тоже поддерживает это все. Жители района поддерживают. Для чего мы инвестиции вообще, для чего вкладываются в район? Чтобы люди жили хорошо, чтобы люди зарабатывать могли. Позапрошлом году же не было 25 гостевых домов, которые зарабатывали деньги. Сейчас они есть. В следующем году 50 их будет. В следующем году 100 кафе будет. И так далее будем развиваться. Но развиваться нужно законно. Есть единственный закон, единственное правильное направление. Регистрироваться и платить налоги. Именно по бюджету, по налогам. Я говорю, если нужно закрывать магазины, у нас есть сколько хочешь возможностей. Сколько хочешь возможностей есть. Вот все говорили, что не будут разрушать дома многоэтажные, незаконно построенные. Разрушают же, вынесли же решение суда. Вынесли. И это тоже приведут в законное русло. Законный порядок это тоже приведут. У меня есть возможность. Например, если мы вдруг пойдем в Алчаадовскую хан, но мы же не имеем права, например, им говорить, там, вы закрываетесь, регистрируетесь. Вы не должны говорить, закрывайтесь. С нами, наверное, должен кто-то пойти. С вами будет участковый, с вами будет налоговый инспектор, с вами будет пожарный инспектор, с вами будет представитель Роспотребнадзора, еще кто, с вами будет ИМАТ, представитель бизнеса, с вами будет общественная палата, с вами будет телевидение, с вами будет газета, все будут с вами. Вы же по одному не должны ходить. Да, там по одному ходить не нужно. И при том нужно это все сделать с распоряжением. С распоряжением, что они идут сегодня именно на проверку такого-то, 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 потом дать им срок для регистрации. Неделю, 10 дней, месяц, 2 месяца, 3 месяца, чтобы они зарегистрировались. Потом контрольную проверку. Потом еще раз. От того, что мы один раз придем, конечно, мы должны знать, если мы, люди, которые работаем, элементарно письмо не можем исполнять с первого раза, с предупреждением, мы должны контролировать это все. Мы должны доводить до людей, что это для них нужно. Что это нужно для этого. Даже пускай будет 15 тысяч рублей, ничего страшного нету. С этого 1300 рублей пускай он платит. Ничего же такого нету. Пускай он тоже регистрируется как самозанятый. Элементарный вопрос, я же говорю, мы не должны блокировать работу предпринимателей. Мы должны им помочь развиваться дальше, чтобы они дальше развивались, чтобы они больше людей принимали. Это же наши жители. Ну, а, допустим, вот сейчас в Мочохе, то, что сейчас творится, да, у них вот, если кто-то согласен регистрироваться, и на них, говорит, постоянно протокола пишут. Я лично, допустим, это все не контролировал, но говорят, приходят, на них как бы пишут протокола, что они не имеют права там работать на этой земле и так далее. Но если они как-то регистрируются, для них какие-то, моменты, можно будет эти вопросы урегулировать, что эти люди смогут нормально работать, что на них не будут протокола писать. Да, для мочевцев, во-первых,
То, что изначально бывает, это спонтанно. Да, вот, мы не могли ее закрывать, потому что бизнес, люди идут, мы должны были ее как-то раскручивать. Во-вторых, возможность ее сразу поставить, там какие-то хорошие условия создавать для туристов, тоже нет таких возможностей. Поэтому мы дали пару лет показать, посмотреть, что на что выходит. Что они могут, что они не могут. Вот теперь они, по-моему, вчера начали раздачу земель за пределами охраняемой зоны, за территорию 50 метров. Эти месяцы тоже закрепим за каждым человеком определенное количество земли, дают в арендную плату, построили туалет, построили кафе, гостиницу, ресторан, водопровод, все, мусорные баки, все условия. Да ради бога, пускай работают. Кто им будет мешать? Только мы за. Элементарно по 1000 рублей или по 2000 рублей вся администрация будет поступать, с тех работающих людей бюджет будет какая-то копейка идти. Кто против этого? Да никто, конечно, не против. Но сегодня то, что там творится, это же не может долго продолжаться. Вот это бардак, на котором люди смеются. Элементарно, вот 3 года оставляем, люди зарабатывают. Немало же они зарабатывают, не нужно прятать их. Очень хорошие деньги. Элементарный туалет поставят, выкопать яму 3 на 3 и построить по одному туалету за каждым кафе, каждый из них мог бы себе позволить. Не делают же. 10 миллионов они будут получать ежедневно, тоже не построят они. Пока их не заставишь, пока им не скажешь, что вот сегодня, пока ты здесь не построишь туалет, вот здесь, пока у тебя не будут условия там, для сушки одежды и так далее, и так далее, и так далее, мы тебе не дадим работу. Вот такие условия надо им ставить. Мы же их разрешали им. Ни одного человека нет элементарных условий. Рукомойника нету элементарного. Не говоря уже о чем-то другом. Вот в такое время, во время пандемии, руки мыть негде там. Я не говорю там о туалетах или там о каких-то великих вещах. Элементарные условия не создают для туристов. Даже спасибо надо сказать туристам, что они вот ездят сюда. Спасибо надо сказать, что этим разовым салфеткам и так далее, что есть они. Что спасают нас пока еще. Вот в таких условиях мы-то говорим, что это не везде такие условия есть, других тоже. Ну, нам зачем другие условия? У нас же все условия есть. У нас есть все условия. Нигде нету. Вот покажите в республике, где есть такие условия для туристов, для развития туризма. Вся инфраструктура есть. Никаких проблем нету. Абсолютно никаких проблем. Хочешь поставить сруб, пожалуйста, давай. Какие условия тебе нужны? Вот так, на таких. Деньги платить никто не хочет. Никто платить не хочет. Все хотят зарабатывать и не платят. Вон поставили там на Ахалчинской, это, на каменной чаше. Вот это что ли наш показатель? Показатель Хунзалского района. Из горбыля построили двухэтажное здание. Завтра кто-нибудь возьмет спичку зажжет или покурит там сигарету, и 25 труб там будет. Элементарные вещи. Когда нужно было поставить на торги, на аукцион, выделить эти земли тем людям, у кого есть деньги, и построили там хорошие гостиницы, хорошие условия для приема граждан. Для приема туристов. Вот эти моменты просто не рассматривают. Я на районном собрании тоже говорил. Это именно насчет выделения вот этих земель, это очень сложная тема. Никак, почему служба больше 15 человек всего? В чем проблема? Не, ну понимаю, но все равно вот выделить этот участок для кого-то не получается. Кому-то выделили, опять пишут, получается, в прокуратуру или куда-то, оспаривают. Процедура. Сельскохозяйственную землю надо перевести на туристическую-рекреационную землю. Вот этот перевод сделать, там проблем же нет больше. Это нежелание каждого человека. Потом выставят на Главы не хотят, соответственно, выдавать. Почему? Потому что там огласка и так далее. Вот главы они не хотят это своим все людям выделить, а другие хотят, чтобы они тоже участвовали. Вот эта проблема есть всего. Главы вообще не хотят выделять. Им что работу не делать, лишь бы никакой работы не делать. Я вообще рекомендовал сделать такие моменты, вот именно такие хорошие места, которые хотят люди брать в аренду, чтобы сделать так, чтобы человек приходил с готовым бизнес-проектом. Сколько он готов вложить в этот бизнес, в это место. Рассмотреть 4, 5, 10, сколько туда придет, и от них уже исходя поставить как бы аукцион, поставить там в договоре, поставить такие регламенты, сделать такой регламент, чтобы ислам, нормы ислама, чтобы они соблюдали там. Если им выделили эту землю, хотя бы там, я не знаю, срок поставить, год-два, чтобы они этот момент воплотили. Чтобы не просто так выделяли им землю. Так тоже не получается. Любой человек может участвовать в этом тендере, и там нет таких условий отдельных.
Я тоже могу, Юсуп тоже может, все могут, да, получается. Но не у всех одни и те же возможности. Как раз таки то, что сейчас творится в Мочохе, да. Никто не хочет как бы отдавать эти земли более состоятельным. Хотят как бы именно ко всем отдать. Чтобы этого всего не было, делается конкурс. Конкурс выигрывает тот человек, у которого есть возможности. Мы должны понимать одно. У нас 32 тысячи населения в Хунзарском районе, 32 тысячи человек не могут построить гостиницы, не могут построить кафе. Если кто-то ее один строит, 10-20 человек там должны работать. Этого мы никак не хотим понять. И не делать в договоре такой момент, чтобы они платили, там, я не знаю, 400 рублей за 10 лет, чтобы они как бы ежемесячно в сельскую администрацию приносили определенный как бы, ну, арендную плату. Это установленная сумма, если это муниципальная земля, собственность муниципалитета, там есть за квадратный метр, сколько должны платить, там за строительство. Это все оговорено уже в законе. Да, в законе это все есть, за которые надо платить. Поэтому нарушать это все не можно, если сверх этого никаких проблем нету. Договор заключат тоже, вот приехали парашютисты, хотят заключить договор. У них спрашивают, какое у вас есть разрешение? У нас есть разрешение летать. А у вас есть разрешение коммерческой деятельностью заниматься? Нет у них никакого разрешения коммерческой деятельностью заниматься. А если, не дай бог, с кем-то что-то станет? Тогда кто будет отвечать за это все? А то, что они платят 50 тысяч рублей в месяц, мы же незаконно их не можем туда пускать. Да, вот поэтому все нужно сделать в рамках закона. Никаких проблем нету. Земли, я не знаю почему, здесь свободной земли нету. Вы говорите, что в Хунзахе ни одного клочка земли нету здесь свободной. Ни одного клочка нету. Покажи, где есть. У каждого клочка земли есть хозяин. Ты иди по утрам посмотри там наверх весной, где я живу. То вся земля обрабатывается. А почему деньги не идут в бюджет? Почему депутаты этого не поднимают вопрос? Там гектарами люди землю держат. И ни одного метра свободного нету. Вот есть вот мяер свободный. Остальное все не. Это тоже, наверное, не свободно, то тоже, наверное, занято. Поэтому эти все вопросы придут со временем. Это уже рынок сам будет диктовать условия. Без этого невозможно. От того, что хотят главы, не хотят главы. Когда мне там на отчете задавали вопрос, что, как я считаю что правильно, если глав сократить. Если глав не будет, глава района с удовольствием любой участок земли сформирует и даст на аукцион выставить. А почему не выставляют? Для чего их держат? Для чего вы держите вот эти скалы впереди? Кому они нужны? Кто-то построил бы гостиницу, кто-то построил бы ресторан. Вот в Хунзарском районе единственное место, где гости приезжают, сегодня кушать везти некуда. Везти вот гостей некуда везти. Единственное место, единственная церковь, куда можно везти людей. И все. Вот наш показатель, вот наше гостеприимство. И каждый человек у себя в кабинете где-то что-то принимает, или там у кого дома есть возможность, домой водит. Гостей, которые приезжают из республики или там по другим каким-то вопросам. Вот это и есть наш показатель. Поэтому я думаю, что сегодня начало этого всего. До конца года очень много вопросов будет возникать, очень много, я думаю, что какие-то решения мы будем принимать. Эти же представления, именно то, что ты говорил, мы в прошлом году с представителем Россельхознадзора провели совещание с главами, чтобы они дали земли в аренду. Ни один человек это не сделал, поэтому будем приглашать представителей Россельхознадзора и штрафовать каждого главу. Сам буду ходатайствовать, чтобы отштрафовали каждого главу. Чтобы они дальше знали, как собака на сене, чтобы не сидели, чтобы давали людям возможность зарабатывать деньги. Задали за Андинович. Если вопросов нет, давайте мы утвердим состав комиссии, утвердим мы план раздадим каждому человеку, создадим мы две группы. Две группы это состав комиссии это одно. Да. Должны быть рабочие группы из этого состава включительно, которые будут ходить раз в месяц, раз в 2 недели, если нужно каждую неделю.